Нет, 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 до него. Да. Значит, пока что я отключаю для себя чат. Давайте мы будем знакомиться. Меня зовут Ивешникова Ольга. Я являюсь генеральным директором Единого ресурсного центра поддержки СОНКО развития гражданских инициатив Республики Саха-Якутия. У нас 41 участник. Сегодня у нас вебинар. Мы продолжаем серию вебинаров. И сегодня мы будем говорить именно, как нам заполнить заявку, да, как ее подать, и чуть-чуть коснемся социального проектирования и постараемся ответить на вопросы. Но перед этим мы попросим вас в чате еще чуть-чуть постараться и написать вашу фамилию, имя, отчество, какую организацию вы представляете, электронную почту и телефон. Для чего это нужно? Во-первых, мы также сейчас это делаем в рамках проекта, и это отчетность. Второе, мы отправим вам ссылку на запись вебинара и презентацию. Особенно коллеги, кто вынужден будет, Хангаласский улус, привет, кто вынужден будет отключиться или плохой интернет и так далее. Вы получите все ссылку не только на этот вебинар, но и на предыдущий, который у нас был на той неделе, ровно в среду в это же время, и последующие вебинары. Наша задача нам всем вместе научиться подавать заявку на конкурс грантов главы Республики Саха-Якутия. Давайте, наверное, по времени уже мы начинаем. Следующий слайд можно, Дмитрий. Вот у нас такой план. Да, я действительно прошу все-таки постараться и записать все свои данные. Это очень полезно, как выяснилось по прошлому вебинару. Те, кто писал в чат свои телефоны и данные, они получили ответы на вопросы уже даже после вебинара, когда мы не успевали ответить или не знали однозначный ответ на вопрос. Значит, план вебинара такой. Если кто уже заполнял или начинал заполнять заявку на портале, то вы увидите, что полностью 7 разделов соответствуют тем разделам, которые вы видите. Добрый день всем, которые вы видите именно на платформе по подаче заявки на гранты главы. О проекте, руководитель проекта, команда проекта, организация-заявитель, календарный план, бюджет, как подать заявку, и там есть кнопочка «Подать заявку», и в конце ответы на вопросы. Следующий слайд. Да, давайте продолжим со слайдами. И я хочу напомнить вам, что у нас есть дедлайн. И мы повторно показываем вам вот этот, как запрыгнуть в последний вагон. Мы с вами, некоммерческие организации, очень любим это делать, то есть подавать заявку в последний день, последние часы и минуты, но все-таки надо постараться отправить заявку до 21 июня 2020 года, 00:00 часов по местному времени, значит, и убедиться, что ваша заявка сохранена, отправлена и имеет статус «отправлена на экспертизу». Если этого нет, значит, либо что-то заполнено не полностью, не на 100%, вы видите там в поле, следующий слайд можно, 100%, либо технические какие-то моменты, но надо себя проверить. У нас уже 50 участников, отлично, следующий, да, вот этот слайд. Я, собственно говоря, беру в руки, знаете, не проект, вот у меня проект сейчас в руках, проект, который мы подавали, вторая организация «Фонд «Семья для ребенка» на конкурс «Фонд президентских грантов». Вот так выглядит договор, подписанный с Фондом президентских грантов. Я специально как шпаргалку взяла, почему этот проект, потому что, собственно, все поля, которые вы будете заполнять, они соответствуют полям Фонда президентских грантов. И изначально вот этот конкурс по принципу одного окна,
онлайн, да, один пул экспертов, одни администраторы, один уполномоченный орган, один бюджет. Это все сделано для того, чтобы сделать такую тренировочную площадку для участия впоследствии в фонде президентских грантов. И первое, на что мы упираемся, первый раздел на портале, это грантовое направление конкурса. Вот у нас есть 16 направлений. Если кто их не видел, где вы можете с ними ознакомиться, это приказ министра по делам молодежи и социальным коммуникациям. Он расположен на портале и One Click Якутия, на портале, где размещена платформа. И, собственно говоря, в приказе есть еще как бы там поднаправления, но их 16. И вы должны понимать, что невозможно их поменять, потому что это все соответствует государственным программам Республики Саха-Якутия. И еще один моментик. Внимательно посмотрите на эти направления и откройте свои уставы. Только в рамках уставной деятельности вы можете подать заявку на конкурс. Почему? У нас был такой вопрос, можем ли мы сделать проект в области культуры, искусства, содействия духовному развитию, если мы являемся, допустим, организацией, которая занимается содействием развитию молодежных студенческих отрядов. Соответственно, конечно, вы можете в направлении содействия развитию молодежных студенческих отрядов что-то делать я не знаю, по культурной программе, какие-то акции, флешмобы и так далее, но вы абсолютно не можете юридически податься по направлению деятельности в области культуры и искусства. Следующий слайд. Очень внимательно. Все надо начать вот именно с этого первого блока. Второй раздел на портале, и портал у вас указан, сайт гранты главы grants.yakutia.click, это название проекта. Ну, я советую таким образом. Проект может называться кратко и емко. Например, у нас был такой проект, он назывался «Мир детства без насилия». Понятно, целевая группа детства, понятна проблема насилия и даже понятна цель. Мы хотим, чтобы дети жили в мире, да? И также можно взять свою цель, если вы не можете придумать абсолютно. Вы берете цель, структурируете ее чуть кратко, и может быть такое название, как социализация, социальная адаптация выпускников детских домов. Или вы можете взять какой-то блок из направления. Дальше идет очень важный раздел номер 3, краткое описание проекта, деятельности в рамках проекта. Я его советую по своей практике писать в самом конце, потому что это то, что будет видно всем. Он будет висеть на портале, он останется в истории, его может прочитать любой, кто будет заходить на портал гранты главы Республики Саха-Якутия. И там должны быть такие предложения, не нужно туда запихивать вообще все, что угодно. Но количество символов у вас внизу, конечно, указано. Да? Все-таки я думаю, что проект должен быть направлен на что-то, на решение какой-то проблемы. Мы дальше поговорим. В целях чего-то, для решения таких-то задач. На такой-то территории, с такой-то командой. Мы планируем в рамках проекта сделать первое, второе, третье, или это в одно предложение. И самое главное, ваша деятельность, инновационность, что уникального вы хотите сделать. Этого не было, но это будет. В результате вы будете содействовать решению проблемы, кого-то спасаете, помогаете, улучшаете качество жизни, открываете новые центры, какие-то новые площадки и так далее. Дальше идет география проекта. Были моменты технические, должны были созвониться с нашими коллегами. Техническая поддержка, кстати, на сайте гранты главы указана, и также на сайте указан наш телефон колл-центра. Вы вбиваете, смотрите тоже обязательно на свой устав. Некоторые организации подают заявку, организация абсолютно наследная,
допустим, ТОС территориально, ну, ТОС в этом вот раз не участвует, допустим, берем наслед, Мадутский наслед Намского улуса и подается географию, пишет на всю республику Саха-Якутия. Правильно это? Нет, это неправильно. Если у вас город Якутск, организация, значит география город Якутск. Даже если вы приглашаете кого-то извне, все-таки вы будете сосредотачиваться на благополучателях и целевой группы в рамках города Якутска. Можно следующий слайд. Сайт, надеюсь, вы уже знаете. Так, 5-6 блок в поле о проекте. Я сейчас рассказываю именно про это. Это сроки реализации проекта, начало и сроки завершения. Как нам рекомендует уполномоченный орган, желательно начало реализации проекта начать не ранее 1 сентября 2020 года. Почему? Потому что когда проект сейчас будет проходить первую администрирование нашим единым ресурсным центром, затем будет проверка уполномоченным органом, затем будет экспертиза аж до конца июля, в августе будет процедура определения победителей и подписание договоров. Соответственно, вы средства сможете получить не ранее 1 сентября. Поэтому будет верно, если вы начнете с 1 сентября. Когда вы завершаете свой проект, вы должны посчитать, что длительность проекта не более 12 месяцев. Следующий слайд. Да. 7 блок в поле о проекте – это обоснование социальной значимости проекта. Вот мы с Сибирским центром, кстати, вы все вот эти наши вебинары можете в записи найти на нашем YouTube-канале. Если вы наберете «Единый ресурсный центр поддержки СОНКО», сразу же высвечивается наш YouTube-канал, и вы можете увидеть весь спектр семинаров, в том числе социальное проектирование. И наши коллеги задавали нам вопросы Сибирского ресурсного центра. С чего вы начинаете проект? Кто-то начинает с названия, кто-то начинает с цели задачи. Но вот, например, я считаю так: нет проблемы, нет проекта. Поэтому именно наши коллеги, мы ориентируемся вначале на обоснование социальной значимости проекта. И вот с этого, в принципе, можно начинать, потому что там много букв можно вставить, и вы можете здесь простор вашего исследования, аналитики. Вы должны определить четко проблему. Допустим, у нас проблема с бродячими животными на территории Мирнинского района. Так и пишем, это проблема. Она актуальна, потому что мы в СМИ видим обращения граждан, были укусы и так далее. У нас были проблемы там в Ленском районе, в городе Якутске, в Тикси и так далее. Это действительно проблема, она большая. Можно взять аналитику из СМИ, можно взять аналитику из статистики, если вы берете количество детей-сирот или количество, допустим, людей, попавших в трудную жизнь ситуацию и так далее. Прямо приводите эту аналитику. В республике Саха-Якутия у нас приблизительно столько-то детей-сирот. Допустим, если проект подается с Нерюнгринского района, а в Нерюнгринском районе на данный момент вот такое-то количество. И поэтому мы считаем, что мы та организация, которая имеет опыт, у которой в уставе прописана цель, поддержка, допустим, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И мы проект направляем на решение этой проблемы. И считаем, что изменить ситуацию можно только при условии 1, 2, 3, например. Нужно установить сотрудничество с детскими домами, нужно начать какую-то, может быть, информационную кампанию, чтобы профилактика сиротства была. И дальше непосредственно необходимы наши меры. И подтверждение этому пункт 7.1. Это полное описание проекта и презентация проекта. Вот некоторые это понимают вот по-разному. Мы сейчас уже видим ваши заявки, кто отправил. Они попадают именно к нам. Да? Мы видим, что некоторые просто берут вордовский файл, и такое проходило первое время. Сейчас, надеюсь, технически это невозможно, все только в PDF. Прикрепляют просто свой проект в Word.
Да он не нужен, он весь полностью расписан. Мало того, вы его в конце можете сделать, если поставите на печать, он у вас полностью выйдет в PDF, и так будут делать эксперты, когда будут проверять. Нам нужна презентация. Мы не видим, например, проблематику в мирном по бродячим животным. Дайте нам фотографию. Дайте в презентацию ссылку на СМИ, дайте табличку исследования, аналитика. Это, кстати, может быть несколько файлов. Вы можете указ новый, закон, приказ прикрепить, да, но всегда очень наглядно, вот, например, есть организации, где мы, говорит, даже передать не можем, у нас только фотографий, но мы не можем это все описать, но так прикрепите все фотографии, ваш опыт, и мы увидим, что вы в 17, 18, 19 годах уже содержали приют для бездомных животных, и у вас абсолютно пушистые, лохматые, красивые, сытые, накормленные животные. И еще есть аналитика, и есть новый закон о жестоком обращении с животными и так далее. Вот это для эксперта. Не факт, что ваш проект попадет именно, можно следующий слайд, к тому эксперту, который исключительно будет в вашей зоне деятельности и по вашему направлению быть силен. Не факт. Поэтому мы должны со стороны посмотреть на свой проект и в свою заявку по максимуму вложить, постараться, для того, чтобы эксперт увидел, что вы актуальны, что вы адекватны, что вы абсолютно видите проблематику, вы чувствуете это, сопереживаете, знаете как, у вас хватает опыта, экспертов и так далее. Про ресурсы дальше поговорим. Я не случайно взяла этот слайд. Это прямо слайд фонда президентских грантов, потому что я считаю, что лучше не скажешь. Следующий у нас получается раздел, он очень важный. После того, как мы обосновали проблему, вот актуальность по факту, да, обоснование социальной значимости, для себя вы в голове должны держать, что это проблема. Вот есть проблема, есть проект. Теперь нам эту проблему нужно решить. Если вы посмотрите вебинары, размещенные на нашем YouTube-канале, посмотрите, пожалуйста, о социальном проектировании первую и вторую часть. Первая будет исключительно, там будет дерево проблем, и нас учат коллеги Сибирского центра, как трансформировать проблему в цель. Я попрошу отключить микрофоны, мы слышим диалоги. Спасибо за участие. Вот, значит, целевые группы, цели, задачи, все это у нас в предыдущих вебинарах, все прикреплено. Если хотите, мы вам ссылки отправим. Если нужны будут, пожалуйста, также пишите, да, в своих таких вот этих визитках. Кто подключился только что, просим вас в чате написать фамилия, имя, отчество, телефон, почту и название организации. Так вот, перед тем, как мы переходим к целям, мы должны определить целевые группы. Вот мы установили проблематика, допустим, сиротства, Республика Саха-Якутия, берем весь регион. И тогда получается целевая группа, кто будет у нас? Нужно понять, на кого будут направлены мероприятия. Если проблематика у нас именно сосредоточена на детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, значит, обязательно мы их включаем в целевую группу. Но проект не может работать таким образом, что есть на одной стороне проекта это вы, как руководители и сотрудники некоммерческой организации, а на другой стороне стоят ваши благополучатели или целевая группа дети-сироты. Обязательно есть посредники, обязательно есть участники, партнеры, соратники, без которых вы не сможете реализовать проект. Зачастую эксперты смотрят на участие волонтеров. Вот сейчас вообще, после того, как у нас в законодательстве было конкретно прописано, кто такие волонтеры, для чего они нужны, то сейчас без волонтеров мало проектов. Есть такие проекты, которые не нуждаются в участии волонтеров, но если у вас акции, большие мероприятия, городские, поселковые и так далее, то точно без волонтеров никак. Это могут быть даже ваши члены семьи, это могут быть и ваши студенты, школьники и так далее. Специалисты. Вы обязательно привлечете в ваш проект специалистов,
по сиротству, специалистов КДН, комиссии по делам несовершеннолетних, ПДН, то есть это МВД и так далее. То есть вы сюда тоже можете включить целевую группу специалистов и указать, сколько их будет. И так далее. Да? То есть давайте конкретно получат пользу от нашей работы, специалисты получат методическую, консультационную какую-то поддержку, дети-сироты будут заняты в ваших мероприятиях, и они будут подготовлены к самостоятельной жизни. Волонтеры, они, кроме того, что они вам будут помогать, они все равно будут получать свою пользу, потому что они будут самореализовываться в рамках проекта. Следующий слайд. И есть подсказка у меня. Целевые группы должны быть прописаны у вас в задачах. Если в ваших задачах вы не увидите целевую группу, значит, ее нет в природе. Убирайте ее. И еще в целевых группах, вот я, наверное, не забыла сказать, там есть определенное количество участников проекта и так далее. Вы можете добавлять еще своих. Это не обязательно, что будет исключительно так, как вам предлагает платформа. Самое главное после проблематики – это определить цель проекта. Как я уже говорила, цель проекта – это решение проблем. И если мы формулируем в 7-м блоке нашу актуальность, что у нас распространение безнадзорных животных в Мирнинском районе, ну, к примеру, да, я говорю, это проблема наша, то цель будет заключаться в том, чтобы либо сократить это количество, либо содействовать решению проблемы безнадзорных животных в Мирнинском районе. Вот сложно за 12 месяцев сократить безнадзорных животных на улицах, согласитесь? Мы не будем с вами к насилию прибегать. Мы должны быть экологичны, да, понимать, сочувствовать, сопереживать. Мы не можем сократить сиротство в республике за 12 месяцев там, во столько-то процентов. Но очень такая подсказка – содействовать решению проблем, каким-то образом содействовать повышению качества жизни в вашем населенном пункте, не знаю, организовать какое-то, что-то такое, допустим, создать новый ресурсный центр в Жиганском районе с целью консультационной, методической, информационной, образовательной поддержки некоммерческих организаций в Жиганском районе. Вот это цель. И цель, конечно, вы можете там несколько написать, но я считаю, что цель должна быть одна. Она должна быть измерима, достижима и конкретна. Если вы поставите 2 цели, а у вас проект на 6 месяцев, не факт, что вы вот этой мишени, которая здесь нарисована, достигнете цели. Следующий слайд, пожалуйста. Логично, что для того, чтобы нам цели достичь, необходима задача. И не одна. Вот фонд президентских грантов нам предлагает не более 5 задач. И одна цель, и нам нужно несколько задач, составляющих цели, которые решают конкретную проблему на пути к достижению этой цели. Значит, это может быть если мы берем безнадзорных животных, это значит, что мы специалистами будем советоваться, это мы будем искать, привлекать волонтеров и непосредственно мы будем оказывать какие-то услуги нашей. Кстати, целевая группа животные тоже может быть. Это не обязательно, что люди. У всех разные. Есть здесь присутствующие экологические организации, которые работают именно с биологическим разнообразием. Следующий блок. Вот мы уже с вами перешли после задач. Задача — это 10-й блок. 11-й блок — партнеры проекта. Я вот сюда сразу для скорости несколько блоков включила. Партнеры проекта по факту это ресурсы, это ваши соратники, это те, которые будут участвовать в проекте. Это не просто взять и перечислить. Поэтому есть пункт 11.1 «Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы в формате PDF». Вот в фонде президентских грантов нас учили так. Если вы партнера прописываете, но нет письма поддержки, эксперт считает, что партнера нет. Мало ли что, кого вы там перечислили. Вы можете перечисление сделать сколько угодно, но вот смотрите, когда вот это вот проект в руках у меня «Ресурсный центр Арктика»,
И нам нужно было, и мы писали, что у нас будут все муниципальные, 13 муниципальных районов в нашем проекте, и они будут нашими партнерами. Прикрепить нам система не давала такой возможности. Тогда наш координатор придумала таким образом. Она получила письма поддержки с глав и замглав всех 13 районов. Это труд колоссальный, это время. Все это перевела в один файл и в PDF, и прикрепила. И таким образом у нас в одном документе PDF было 13 писем поддержки. Кроме того, Общественная палата Республики Саха-Якутия, Министерство по делам Арктики, Министерство по молодежи и так далее. Понятно, да? Можно таким образом делать. Но если у вас включены муниципалитеты и нет поддержки от глав или замглав, ну тогда такое ощущение, что это просто написано, но не подкреплено. 12-й блок. Как будет организовано информационное сопровождение проекта? Иногда читаешь просто предложение. Будет организовано. Но как? Вопрос. Нужно прописать СМИ и конкретно, не просто СМИ, а НВК Саха, ВГТРК, Якутия-24, Якутский вечерний и так далее. Сайты. Сайт вашей организации. Прямо вы пишете сайты, чтобы эксперт мог кликнуть и посмотреть на ваш сайт. Это сайты ваших партнеров и социальные сети. Здесь я хочу сделать поправочку такую. Иногда Иван Иванович Иванов, у которого есть организация «Пожарная дружина», считает, что достаточно иметь в Фейсбуке свою, значит, Иван Иванович Иванов, такую страничку. И этого достаточно. Нет, этого недостаточно. Должна быть отдельная страничка «Пожарная дружина». Все. Соцсети Иван Иванович Иванов не будет считаться. Да, вы можете у себя размещать, но все-таки некоммерческая организация должна быть прозрачно, открыта и доступна. Сразу перескакиваю 15 и 16 блоки, потому что там дальше у нас будет про результаты. 15 блок – дальнейшее развитие проекта. Тоже есть очень конкретные вопросы, они мне нравятся. А что я там должен писать? Откуда я знаю, выиграю я грант или нет? Но давайте мы немного попланируем, пофантазируем и даже придумаем. Здесь за этот 15-й блок вас никто не будет сталкивать с тротуара, если вы вдруг напишите в планах, что вы экологическая организация, пригласите к участию АЛРОС. Это ваш план. Вы напишите им письмо, другой вопрос, осуществится это или нет. Вы дополнительные ресурсы привлечете и дополнительных партнеров, и все это можно рассказать. Если у вас было финансирование только в рамках проекта, тогда вы можете попланировать в том, что вы будете указывать в государственном муниципальном заказе в рамках 44-го. Вы можете войти в реестр поставщиков соцуслуг, если у вас есть свой, допустим, вот как раз для людей с инвалидностью и престарелых вы планируете открыть свой пансионат, например. И следующий блок – это источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем. Вот как раз здесь вы можете писать все, что угодно. Вы напишите грант на конкурс фонда Потанина, фонда Тимченко. Вы будете участвовать в конкурсах на муниципальном уровне, на федеральном уровне. Вы обязательно попытаете себя в фонде президентских грантов. Вы можете как я говорила, муниципальный заказ, государственный заказ. Вы можете привлечь спонсоров, пожертвований, доноров, бизнес и так далее. Следующий слайд. И вот как раз результаты. Да, это очень важный блок, потому что в критериях оценок у экспертов есть такое, да, измеримость и достижимость результатов и какие они будут. Это все из логики проекта, это все социальное проектирование. И когда вы указываете количественный и качественный результат, вы должны четко опять вернуться и посмотреть проблематику, цель и главная задача. И еще не забыть про целевые группы. В самом начале указаны целевые группы, хотя по факту я бы их поставила где-то вот до результатов, после задач. Есть такая подсказочка, еще раз повторю, у вас в задачах должны быть прописаны по возможности практически все целевые группы. Вам будет удобнее потом посчитать это все. Не нужно много, лучше по факту, лучше реально. Количественный результат – это количество людей,
да, которые ощутят позитивные изменения после осуществления вашего проекта. Но если про животных, то про животных. Но также вы там можете указать количество людей, которые примут участие в вашем проекте, количество волонтеров, количество специалистов, количество не забыть про все целевые группы. Иногда смотришь, целевые группы 3, а количественных результатов 6. Да, вот это все должно быть согласовано, это должна быть логика проекта. Значит, результаты должны быть измеримы, адекватны, масштаб проблемы, не выходим за космические какие-то орбиты, конкретны, целевая аудитория, сроки, результат. И качественный результат– это конкретные изменения, которых вы добьетесь. Чуть-чуть повысилось качество жизни, возможно, снизилась нагрузка, очистили территорию от мусора, стало более комфортно, значит, родители, кровные семьи сохранились, и сирот, значит, будет меньше. Информационная кампания будет способствовать тому, что насилие в отношении детей будет снижаться в республике и так далее. Вот кому стало легче, лучше и хорошо. И следующий слайд – это вот такая подсказка. Не знаю, я живу в социальном проектировании по этой структуре. Это как хотите называйте, скелет, рыба. Это моя вам подсказка. Если она будет висеть у вас на стене, вот это как раз логика проекта. Проблематика, цель, задачи, ресурсы, которые вы будете прописывать, дальше коллеги расскажут. Этапы, методы, стратегии – это все в календарном плане. Ожидаемые результаты, то, что мы сейчас с вами попытались вычленить. И вообще, конечно, оценка хорошо, сейчас оценки нет, но как коллеги Сибирского центра говорили, если вы где-то напишите, что вы дадите конкретную оценку, будете мониторить, и даже это можно сделать мероприятием проекта, то это высший пилотаж, эксперты вас оценят. И идеальный проект, он требует продолжения. Ну, собственно говоря, я на этом с вами прощаюсь, но следующий блок у нас возникает сразу же. Нон-стоп. Руководитель проекта, передаю слово Дмитрию Куприянову, нашему эксперту-аналитику. Всем добрый день. Сразу не будем задерживаться. Меня представили Дмитрий Куприянов, эксперт-аналитик. Мы с вами пришли как раз к достаточно важному пункту вашей проектной заявки, а именно к разделу «Руководитель проекта». Как вы все понимаете, руководитель проекта – это лидер команды, это человек, который начинает этот проект, и, соответственно, он же ее и заканчивает. Можно по-разному ее называть. Это как капитан корабля, это как генерал в армии. То есть это человек, от которого непосредственно зависит весь проект. Руководитель проекта обеспечивает, соответственно, несколько пунктов. Это подбор сотрудников, то есть увлеченных профессионалов, гармонично сочетающих энтузиазм и системный подход к решению задач. Он также обеспечивает четкое понимание командой целей и задач проекта, которые они поставили. Он обеспечивает необходимость всех условий и ресурсов этого проекта, контролирует распределение обязанностей, работу с конфликтами и поощрение тех сотрудников, которые работает по этому проекту. Также он распределяет роли и обязанности. Ой, это, по-моему, два последних скопировалось случайно. Вот, но важно помнить, что чтобы эксперты могли полностью оценить вашу заявку, стоит заполнить все необходимые данные, которые требуются по данному пункту. Сейчас мы к ним перейдем, собственно. Из чего состоит раздел «Руководитель проекта»? Самое первое – это, конечно же, должность руководителя проекта в организации заявителей. И существуют разные варианты. Мы лично держимся на понятии, например, директора. Это может быть или руководитель, это может быть также ментор, может быть, и любые варианты, которые вы, в принципе, сами пропишете. Мы лично держимся на идее, что директор, в принципе, это или руководитель больше подходит. Далее заполняется фамилия, имя, отчество руководителя проекта, его рабочий телефон, мобильный телефон. Они, в принципе, могут быть одинаковые, но можете и прописать рабочий телефон, который как стационарный идет, и мобильный телефон. Далее обязательно прописывается электронная почта. Электронная почта именно
руководителя проекта. Прописывается также образование, там у вас выбор идет высшее, среднее и так далее. Ну и, соответственно, ученое звание или же ученая степень. Стоит помнить, что если у вас есть, допустим, образование магистра или аспиранта, то это тоже является ученым званием. Соответственно, если вы магистр, вы также прописываете, что вы магистр. Идем далее. То есть 8 пункт — образовательные организации и специальности. Образовательная организация, специальность и дата поступления. Тут вам следует помнить, что заполнять нужно все необходимые данные. И если вы их помните смутно, примерно, у нас были случаи, когда некоторые нам звонили, спрашивали, что нам делать, если мы не помним точных дат, то, в принципе, не возбраняется прописывание примерных дат. То есть это лишь показывает то, на каком уровне вы образования, какой уровень вы образования имеете, и какой это был примерно год. То есть если вы, в принципе, помните, то и прописывайте. Например, в мое учебное время уже специалитетов практически не было. Мы были бакалаврами, и у нас было 4 года обучения. То есть я поступал на 4 года обучения, соответственно, в 2014 поступал, в 2018 закончил. Это пример. Если я специалист, то, соответственно, я поступал в 2013, закончил в 2018 и так далее. Когда мы консультировали проекты по фонду президентских грантов, к нам даже обращались пожилые люди, но они также помнили, сколько это примерно выходило. То есть из разницы 5 лет, 6 лет, 7 лет, 4 года, 3 года обучения, вы, в принципе, это примерно и высчитываете. Опыт работы примерно также действует по логике, то есть прописывайте название организации, прописывайте должность, в котором вы работали, дата начала работы и дата окончания работы. Если вы не помните, опять же, конкретных дат, вы можете обратиться либо в трудовую книжку, либо договора гражданско-правового характера, которые у вас были заполнены, или же можете прописать примерные даты, которые у вас были указаны. Но желательно, мы настоятельно рекомендуем все-таки поднять все возможные документы, благо они сейчас, в принципе, есть у каждой, и они должны быть на руках, и внимательно это все изучить и все-таки прописать именно то, что там указано. Далее у нас идут дополнительные сведения. Первый пункт, там, получается, именно в дополнительных сведениях прописывается ваш некоторый опыт. Мы лично советуем вам прописать именно опыт руководителя как человека, который, собственно, является лидером. Это может быть также еще и опыт в данных, в работах данного проекта. Допустим, работая в мэрии, я лично в окружной администрации организовывал мероприятия городские, и об этом я и пишу, что в рамках данного проекта организовал, провел несколько городских мероприятий, и идет перечисление. Все это дополнительные сведения, которые лишь подчеркивают вас как дееспособного, хорошего лидера. И эксперт, рассматривая вашу заявку, будет рассматривать именно то, насколько хороший вы руководитель, насколько хорошо вы сможете отвечать за действия вашей команды и вас, в частности, этого проекта. Про рекомендации, письма, отзывы и характеристики Ольга Анатольевна до меня как раз уже сказала. Вы можете отсканировать любое количество ваших выдающихся результатов в один PDF и, собственно, это потом загрузить одним файлом. Важно помнить, что у вас имеется всего не более 50 мегабайт. То есть в рамках этих рамок вы можете загрузить любое количество своих рекомендаций, писем и отзывов. Тут уже, если рассматривать с технической стороны, один файл все-таки будет весить меньше, чем 12 разных файлов. Дата рождения ваша, указываете вашу дату рождения, соответственно, и также вы сохраняете свою фотографию. Ссылка на профиль в социальных сетях — это достаточно интересный отдельный пункт. Ольга Анатольевна ранее сказала, что указывать ее как проектную, в принципе, не стоит, но указывать себя именно, указывать Инстаграм
в частности, например, или Facebook руководителя все-таки стоит для того, чтобы показать, насколько руководитель открыт для мира, то есть открытость человека как лидера — это тоже не менее важная часть. И если он, допустим, в своей странице также освещает о деятельности мероприятий, которые проводит он и его команда, то это, в принципе, пойдет в плюс. Следующий раздел у нас команда проекта. Команда проекта — это то, из чего состоит, собственно, вся деятельность. То есть если руководитель проекта отвечает непосредственно за весь проект, то команда — это та делимая часть, которая распределяется и выполняет конкретные задачи, от которого состоит, собственно, весь этот проект. Команду проекта отличает следующий набор определенных характеристик. Во-первых, у команды должно быть необходимо наличие общей цели. Для социального проекта очень важно, чтобы члены команды не только знали поставленную перед ними цель, но и разделяли ее между собой и понимали. Во-вторых, важна совместно согласованная деятельность. То есть не должно быть понятия «левая рука не следит за правой». Команда проекта работает скоординированно. В-третьих, команда не только осуществляет некоторый набор действий, но также несет ответственность за свою деятельность. И вы не должны перекладывать за то, что это сделал не тот, этот не доделал это, или же во всем виноват чисто руководитель, а именно каждый должен принимать свою ответственность за те действия, которые он должен был сделать и обязан делать. Ну и в-четвертых, естественно, это члены команды обладают определенным набором качеств, позволяющих работать вместе, а также квалифицированно выполнять свои функции. Следует помнить, что команда эффективна, когда компания сталкивается с привнесением чего-то нового в свою деятельность, а социальный проект изначально ориентирован на инновации. Ну и также важно помнить, что чтобы эксперты могли полностью оценить вашу заявку, стоит заполнить все необходимые данные, мы повторимся, даже если вы их помните примерно или смутно. В данном слайде мы также с вами рассмотрим, из чего состоит данная графа. То есть первым заполняется именно должность или роль участника в заявленном проекте, фамилия, имя, отчество члена команды, образование члена команды, образовательные организации и специальности, образовательная организация, специальность, дата поступления и дата окончания. Она, в принципе, имеется во всех графах именно членов команды. Ну и, соответственно, мы рекомендуем вам вносить в команду примерно 5-7 человек. Вы можете внести меньше, вы можете внести больше. Надо. Я хотела потом повторить. Любовь, я прошу, да, выключить микрофон, спасибо. То есть... Ваше видео остановлено, мне видео надо. То есть, в принципе, проект может существовать и на силах 2 человек или 3 человек. Может быть, вы один справитесь, это, в принципе, не возбраняется, но для того, чтобы показать, насколько вы эффективно собираетесь выполнять свой проект, вам все-таки надо включать не менее 3 человек. Это как минимум бухгалтер, это как минимум методист, координатор, может быть, действий. Ну и, например, в наших случаях у нас есть эксперты, методисты, эксперты, аналитики, юрист, бухгалтер и, соответственно, руководитель с координатором. Но это все-таки, опять же, повторюсь, именно на ваш выбор. Следующий раздел у нас организация «Заявитель». Я передаю бразды правления следующему спикеру. Добрый день. Слышно ли меня? Да-да, слышно хорошо. Ага, добрый день всем. Меня зовут Надежда Наговицына. Я являюсь координатором Единого ресурсного центра, и мне выпала честь, как говорится, и право рассказать вам про раздел организации «Заявитель». Один из основных разделов, потому что по тому, как вы его качественно, грамотно, аккуратно заполните этот раздел, потому что эксперты, и не только эксперты конкурса, но и администраторы, которые проверяют ваши документы, необходимые документы по требованиям конкурса, проверяют ваши документы по формальным признакам, действительно ли они ваши документы, действительно ли существует эта организация, тем более мы все знаем о том, что в данном конкурсе Элдархан у нас участвуют организации независимо от даты регистрации, поэтому
как говорится, я считаю, что этот раздел является таким вот саморекламой, разделом самопрезентации. То, как вы его подробно изложите, от этого, конечно, будут зависеть ваши баллы. Следующий слайд. Вот, собственно, вот это вот, то есть, когда эксперты, администраторы будут проверять вашу заявку, у них вообще в голове и вообще должна появиться такая мысль: о, какая интересная организация, да, действительно, они занимаются вот этим, то есть вот по итогам изучения вот этого раздела у эксперта должна возникнуть уже такое реальное очертание вашей организации, чем вы занимаетесь, какие виды деятельности и насколько открыта ваша организация. Следующий слайд. Да, собственно, наиболее подробно мы попытались вам развернуто показать, как она заполняется. Раздел организации заявителя, оно начинается с внесения следующих данных: это ОГРН, ИНН и КПП. Потом в следующих пунктах, получается, вы должны загрузить в формате PDF обязательно выписку из Единого государственного реестра, копию свидетельства о госрегистрации, копию с налогового органа и копию справки с Министерства юстиции о том, что, как говорится, вы являетесь социально ориентированной некоммерческой организацией, вы не находитесь на стадии ликвидации, там, банкротства и так далее. Вот. И стоит отметить о том, что дата этих вот документов, которые вы собираете, именно справки, да, они должны быть датой с 23 мая по 21 июня, то есть в сроки именно приема конкурсных заявок. Вот. Следующий слайд. Так. Далее, тут согласно вашего устава вы вносите полное наименование организации, сокращенное наименование организации, именно так, как прописано в вашем уставе. Это, я думаю, несложно. Следующий слайд. Собственно, в разделе, в пункте 7.1 вы должны загрузить файл. Я еще раз повторяюсь слова нашего коллеги Дмитрия Куприянова о том, что файл устава должен быть не более 50 мегабайт, но мы проверяли, тестировали, и 50 мегабайт, в принципе, это достаточный объем материалов, поэтому я думаю, что мы все, как говорится, справимся с этой задачей. Но прошу обратить внимание на качество документа. Если там будут какие-то полоски, черные пятна, какая-то сжатость, допустим, да, то, естественно, эксперты и администраторы, которые проверяют соответствие уставной деятельности направлениям конкурса, географии проекта, целевым группам, то, естественно, они не могут вам поставить соответствующие какие-то там плюсики или баллы, потому что вы просто, как говорится, неответственно отнеслись к этому пункту. Поэтому прошу обратить вот на это вот внимание. Следующий слайд. Это все мы говорим про этот раздел организации заявитель. Далее, получается, из ваших учредительных документов вы вносите дату регистрации организации, наименование муниципального района, какой район вы представляете, округ городской, Жатай или Якутск, пишите местонахождение организации, именно юридический адрес, а дальше в 9-10 пунктах вы должны именно прописать адрес именно фактического нахождения, потому что мы все знаем о том, что адрес фактически может поменяться, можем переехать на другой адрес, допустим, да, офис может поменяться, поэтому по обстоятельствам на данный момент, на момент подачи заявки, по какому адресу вы находитесь, вот то и прописываете. Так, следующий слайд. Угу. Собственно, мы переходим к следующим слайдам. Это основные виды деятельности организации. Согласно уставной деятельности, 11 пункт, обращаю на ваше внимание. И если ваших, как говорится, направлений деятельности достаточно много, иногда бывает такое, что вот координационные советы, которые к нам поступают для экспертизы устава, да, то мы там видим, что действительно они охватывают достаточно такой широкий спектр направлений, но если вас достаточно много, то отберите 5-6 направлений, которые наиболее полно отражают именно те направления деятельности, в котором вы участвуете по конкурсу. Дальше, получается, вы должны в 12 пункте указать именно целевые группы, опыт работы с которыми имеет ваша организация. Но если это организации новички, соответственно, вы прописываете те целевые группы, с которыми вы планируете работать вообще в будущей своей некоммерческой деятельности.
А в пункте 11.1 это дополнительный документ об организации. Это как раз-таки тоже немаловажный пункт, потому что вы здесь как раз-таки должны, опять-таки, в формате PDF прикрепить, загрузить документы, которые отражают вашу деятельность, потому что некоммерческая организация, один из принципов деятельности нашей организации является партнерство, сотрудничество, открытость. Вы все прекрасно знаете, поэтому вот в этом пункте вы должны загрузить ваши договора, соглашения, может быть, с администрацией района, с управлением культуры, со школой, волонтерской организацией, допустим, может быть, каким-либо ресурсным центром, допустим. То есть, видя вот эти вот ваши документы, уже эксперта возникает мысль о том, что вы уже наиболее такая продвинутая организация, о том, что вы уже пользуетесь правом партнерства, принципом партнерства, поэтому это наиболее широко открывает вашу организацию. Вот, поэтому прошу обратить на это тоже внимание. Ну, если вы организации, как говорится, новички, недавно зарегистрированы, то у вас тоже есть время до 21 июня, у нас срок приема до 21 июня, вы можете, как говорится, за это время успеть подписать именно те соглашения, которые вам нужны по вашей деятельности, и мы надеемся, что они будут вам полезны в будущей деятельности. Следующий слайд. Получается, что здесь нужно указать больше контактной информации, здесь указывает вот в этих пунктах, это прямо скрин сайта, 13 пункт контактный телефон организации, если как такового стационарного телефона нет, сейчас мало кто имеет из организации контактный стационарный телефон, укажите мобильный телефон руководителя, да, или, например, у нас есть отдельный телефон контактной организации администратора, поэтому мы указываем, например, тот номер, он тоже мобильный. Адрес электронной почты обязательно нужно указать, веб-сайт, то есть это ваш сайт. Если сайта не имеется, есть такой вот лайфхак, я справа тут прописала, мы использовали его с одной некоммерческой организацией из Горного района, когда я проводила экспертизу, а у них не было сайта. Но для того, чтобы получить балл за критерий информационной открытости, мы с ним придумали вместе такой лайфхак. Мы открыли на момент подачи, прямо вот на момент подачи заявки на портале «Моя Россия», где бесплатно можно создать свой сайт, мы открыли сайт, и буквально после того, как мы нажали на кнопку «Подать заявку» и отправили заявку, мы начали наполнять вот этот сайт, то есть, ну, лично сам руководитель, да, то есть вот этот лайфхак тоже можно использовать, но главное, чтобы вы потом этим занялись, да, а не просто, чтобы это была пустая страница. Группа в соцсетях. Соцсети – это тренд, это требование нового времени, это очень удобно. Если там, допустим, наполнять сайт, я сама занимаюсь наполнением сайта, поэтому, в принципе, понимаю, что оно занимает достаточно такое время, загружаешь, заходишь через личный кабинет, как администратор, поэтому имеются какие-либо нюансы. А соцсети, они удобны, они имеются у нас в телефонах, на планшетах, и даже с компьютера можно их наполнять, и они удобны, их можно пересылать там своим партнерам, целевым группам. Вот, поэтому они не требуют денег, они требуют только от вас времени немного и требуют от вас, как говорится, телефона, приложение скачивается абсолютно бесплатно и начинаете его наполнять. И поэтому мы рекомендуем фамилия, имя, отчество руководителя, должность, как именно она является у вас, да, в учредительных документах. Где-то председатель общественной организации, где-то генеральный директор, где-то просто директор, где-то руководитель. То есть все должно быть в соответствии с вашими учредительными документами. Если у организации имеется дополнительное лицо, которое имеет право подписи без доверенности, то есть это тоже нужно обязательно прописать. Количество членов организации, это могут быть и физические лица, да, например, общественные организации, или юридические лица, например, какие-либо союзы, да, которые состоят из нескольких юридических лиц. Количество штатных работников, как правило, это бывает, ну, например, у нас это 1-2 человека, да, и количество добровольцев. Вообще про добровольцев, волонтеров Ольга Анатольевна тоже в предыдущем в своем выступлении отметила о том, что действительно это такая сила, это ресурс, и, как говорится, для многих экспертов, может быть, да, например, в фонде президентских грантов или в других, например, в конкурсах, в которых мы участвуем, например, мне кажется, что неинтересны организации, которые, как бы говорится, нет, ну,
можно и не иметь волонтеров, но если ты имеешь, допустим, группу волонтеров, которые помогают твоей деятельности, то это тоже показатель твоей продвинутости и твоей компетентности. Поэтому, но у вас на самом деле есть волонтеры, потому что, как правило, допустим, вот в нашей даже деятельности, там, супруг может помочь, допустим, там, потаскать ящики, допустим, да, машина, там, друг может подвести, допустим, или там ребенок может наполнить свой сайт или там Инстаграм, допустим, да, то есть все они являются волонтерами, то есть их надо просто посчитать и, как говорится, поставить количественные показатели. Вот, следующий слайд. Угу. Достаточно, я думаю, вы в этом разбираетесь. Это доходы организации за предыдущий год. У каждой организации имеется разный доход. Кто-то получает гранты, кто-то получает, допустим, какие-то пожертвования, да, от граждан, населения. Поэтому кто-то получает муниципальную субсидию или грант, кто-то получает региональную поддержку. Поэтому вот это вот обязательно нужно будет прописать в зависимости от того, какой у вас доход. Какой у вас доход, и методические рекомендации, я смотрела, что все они прописаны, и если будут вопросы, вы, конечно, потом можете обратиться за советом. Угу. Следующий слайд. Если организация, естественно, только-только открылась, то везде будут нули, допустим, в этом нет ничего, как говорится, странного, да. Так, 21 пункт – это общее количество благополучателей за предыдущий год. То есть это тоже относится к тем организациям, которые существуют год и более. Вы пишете именно конкретно одно количественное данное, да, допустим, 1050 человек, или 200 человек, или 50 человек, столько благополучателей вы оказали вам помощь. То есть не обязательно человек, если вы работаете, допустим, с животными домашними, допустим, да, или там другими, то вы, конечно же, прописываете именно ваших благополучателей. Так, основные реализованные проекты, программы за последние 5 лет. Как раз-таки это, как говорится, пункт тоже из фонда президентских грантов, пункт, который наиболее полно открывает вашу деятельность. Имеется ли у вас опыт реализации проекта вообще, управления проектом, и имеются ли проекты, которые тоже по данному направлению конкурса имеются, да, то есть здесь уже эксперты смотрят на вашу компетентность, на ваш опыт, поэтому, да, если у вас, допустим, организации новички, и которые только-только начинают, но у вас были какие-то мини-проекты на собственные средства. То есть вы в источнике финансирования можете указать собственные средства, то есть если они действительно на ваши средства были реализованы, да, или при поддержке там, администрации, когда вы пишете из бюджета администрации. То есть все, как говорится, в зависимости от вашей деятельности предыдущей. Что касается ваших ресурсов, это тоже нужно прописать, потому что вообще, когда эксперты изучают раздел организация заявителей, они должны понимать, доверять этой организации или не доверять, допустим, да, смогут ли они вообще реализовать тот проект, который они прописали. Поэтому здесь вы должны прописать о том, что недвижимость, допустим, да, в какой собственности он у вас находится, на аренде, безвозмездном или собственное помещение, сколько площади, имеется там консультационный кабинет, есть зал для тренинга, есть хозчасть, допустим, да, то есть максимально подробно нужно ее раскрыть. Оборудование. Тут я только примерно вам написала про компьютерную технику, холодильник, электрочайник, но нужно прописать все, что у вас имеется. Микроволновая печь может иметься, может быть имеется там, допустим, из оборудования, что может быть, да, и принтеры, и многофункциональный, и сканер, допустим, да, то есть все оборудование, которое у вас имеется, и телевизор, и что-то, допустим, да. Что касается другого, то есть то, что не относится к оборудованию недвижимости, вы прописываете в разделе «Другое». Мебель, там диван, кресло, сколько-то стульев, то есть все максимально подробно, там экран, проектор, флипчарт, допустим, да, вот все это вы должны обязательно прописать. Про публикации в СМИ. Как правило, даже в том же фонде президентских грантов, как правило, мы размещаем не менее 5 публикаций, мы берем ссылки
Например, у нас публикация висит о том, что фонд «Семья для ребенка» провела школу поставщика соцуслуг. Она размещена на сайте Минтруда. Мы заходим именно на эту публикацию, не просто на сайт, не на сайт Минтруда, а именно вот конкретно на страницу этой публикации. Берем, копируем эту ссылку и ставим эту ссылку, чтобы эксперты действительно зашли, нажали вот на эти 5 ссылок и посмотрели, насколько мы, как говорится, информационно открыты и чем мы вообще занимаемся. Вот. А что касается новичков, для того, чтобы вы были информационно открыты, вы можете разместить публикацию в соцсетях, во-первых, да, эту ссылку тоже можно прикрепить, потому что социальные сети – это тоже средства массовой информации. Кроме того, вы можете разместить публикацию в ваших районных газетах, потому что есть объединенный сайт районных газет, называется он «Улус-Медиа». Не все ее применяют, но те публикации, которые опубликованы в районных газетах, они автоматически, как правило, попадают в «Улус-Медиа». И вы должны вот это проконтролировать. В принципе, 11 дней у нас до окончания приема заявок есть. Если вы сегодня, завтра этим займетесь, если вы будете, как говорится, проситься, чтобы вас публиковали, можно публиковаться еще на сайте администрации, школы, ваших партнеров. То есть, в принципе, варианты есть. Что касается последнего пункта «Приоритетная поддержка», мы все знаем о том, что в этом конкурсе у нас есть нововведение, о том, что 5 баллов у нас получают организации, которые являются исполнителями общественно полезных услуг, сокращенно ИАПУ, да, состоят в реестре ИАПУ, то они получают дополнительные 5 баллов. Также мы знаем о том, что в методических рекомендациях указано о том, что 3 балла дополнительно получают те организации, которые выполняют функции ресурсных центров. Поэтому вы должны приоритетная поддержка, когда вы откроете этот 25-й последний пункт, именно вот в этом разделе «Организация-заявитель», то у вас появятся вот такие вот места, где нужно поставить галочки. Если вы не являетесь ни исполнителем общественно полезных услуг, ни ресурсным центром, то, естественно, вы галочки не ставите. Если вы являетесь исполнителем, соответственно, вы ставите на том месте, где стоит ИАПУ, и если вы являетесь ресурсным центром, то вы ставите, как говорится, галочку, где организация ресурсный центр. Все это, конечно, будет перепроверяться. Если даже вы поставите на авось, как скажем, да, галочки ИАПУ или ресурсный центр, совсем не являясь такой организацией, то, естественно, все данные будут перепроверены. Поэтому лучше, как говорится, не рисковать и этим не заниматься. Вот, коротко говоря, вот так вот, достаточно, как говорится, мне вообще, как человеку, который тоже иногда пишет проекты, раздел «Организация-заявитель» очень нравится. Я прямо, как говорится, это иногда вот говорю коллегам, что это мой конек. Вот, поэтому я желаю вам, чтобы вот этот раздел стал и вашим, как говорится, коньком. Вот, успехов вам. Спасибо, Надежда Моисеевна. Я сейчас возьму, наверное, 5 минут такой тайм-аут. Давайте сделаем, коллеги. Мы вам рассказали чуть больше половины того, что хотели. Поэтому, если вы хотите попить водички, налить себе чаю, выглянуть в окно, так скажем, то мы предлагаем вам это сделать. Мы будем продолжать. А пока я бы хотела ответить на те вопросы, которые вы нам задавали, да, чтобы они не копились, время идет. Хочу сказать, что вчера, да, мы проводили обучение экспертов совместно с Сибирским центром, ресурсный центр из Новосибирска, и у нас было около 3 часов обучения. Мы хотим по максимуму сегодня вам дать, потому что осталось мало времени. К нам поступает очень много вопросов, и эти вопросы надо снимать заранее. Я думаю, это будет верно. Если у кого нет сил, возможностей, времени, в записи можете посмотреть. Хорошо? Я начинаю отвечать на вопросы. Первый вопрос, насколько я помню, было про софинансирование. Указом о грантах главы нет нигде, что это обязательная мера, и без нее вы получите, допустим, у эксперта баранку. Но вы видите, когда бюджет составляете в процентовке, что софинансирование есть. Это показывает ваш ресурс, и поэтому это не обязательно, но это
Рекомендовано и желательно. Это как бы просто в указе не указано. Так, значит, свободно. Свободно, если новая организация, 0 рублей, 0 копеек. Руководитель не обязательно должен стать, руководитель НКО не обязательно должен быть руководителем проекта. Не факт. Есть такие крупные НКО, где у каждого специалиста есть свой проект. Мы, например, к этому сейчас стремимся, и поэтому звук плохой, не знаю, с чем это связано, коллеги, наша техподдержка говорят плохой звук. Будем говорить погромче. А так слышно? Все хорошо? Поставьте плюсики, если вам слышно и видно хорошо. Пока вы отдыхаете, кто здесь, может поставить плюсик. Так, значит, дальше. Проект ФПГ имеется, да, Фонда президентских грантов, но в указе есть такой пункт, что если вы имеете некий проект, то вы не имеете права подаваться именно с этим проектом на конкурс грантов главы. Спасибо, я вижу, что вы меня слышите и видите. Значит, вы должны проект видоизменить. Вы можете идти по этому направлению. Если у вас есть федеральный проект, вы можете идти на региональный проект, но его нужно будет изменить. Это такое условие. Прочитайте, пожалуйста, внимательно указ, и вы подпишите в конце, поставите подпись под тем, что вы не имеете подобного, как под копирку проекта. Дальше. Сколько проектов может подать НКО? НКО может подать по одному направлению один проект. Понимаете? Значит, это не факт, что вы можете подать всего на этот конкурс только значит, один проект. Если у вас в уставе несколько целей, например, поддержка, допустим, пропаганда ЗОЖ, и параллельно вы еще студенческими отрядами занимаетесь, значит, вы можете подать на 2 разных направления по одному проекту. В этом конкурсе может выиграть организация до 2 проектов по разным направлениям. Значит, это не запрещено, мало того, это разрешено. Но если эксперты увидят, что у вас как под копирку 2 проекта поданы по разным направлениям, вы полностью слетаете, ваша заявка будет отклонена, и 1-я, и 2-я. То есть хитрить не получится. Также сделали фонд президентских грантов. Это на вопрос, сколько проектов может подать по направлениям. И да, если в организации заявитель был вопрос, вы не указываете 0 у вас штатных или прочерк единиц, если у вас нет трудовых договоров. Понятно, да? Вроде бы больше вопросов не было. А как перевести в PDF? Но это у нас было в предыдущем вебинаре. Может быть, в конце, Дмитрий, я вас попрошу, вы в конце, наверное, ответите на этот вопрос. Давайте следующий слайд. Я могу, в принципе, и сейчас ответить. Но... Давайте попозже, время идет, это технический момент, нас сейчас суть волнует. Да, я представляю календарный план Григорьева Сардана, наш новый методист, сотрудник, очень радуюсь. Вот, кстати, сейчас вы видите по факту, как работает команда Единого ресурсного центра. Кстати, пока готовится Сардана, поставьте единичку, кому нравится этот вебинар, и вы считаете его полезным. Давайте мы порефлексируем немножко. Надеюсь, все попили чай, ну или налили себе чай, а вот кто-то уже пьет, Сергей пьет, кто-то попил водичку, кто-то отлучился. Давайте мы продолжим. Время – деньги, как говорится. Вижу плюсики, спасибо за реакцию. Сардана, предлагаю продолжить. Добрый день, коллеги. У нас 5-й раздел – это календарный план. В этом разделе вы должны перечислить все мероприятия проекта, необходимые для его успешной реализации и решения задач, обозначенных в разделе о проекте. Следующий слайд. Рекомендации по заполнению календарного плана. Количество задач проекта желательно должно быть 3-5. Если задачи 2 и меньше, то велика вероятность, что вы не достигнете поставленной цели проекта. А если задач 6 и более, то
рекомендую внимательно еще раз пройтись по задачам. Возможно, в них где-то включилось мероприятие. Каждое мероприятие относится к определенной задаче проекта. Одна задача, примерно 2-3 мероприятия. Если одна задача, одно мероприятие, исполнимость задачи тоже надо будет посмотреть, и следует добавить мероприятие, или же эту задачу перевести в мероприятие. Одно мероприятие может работать на исполнение нескольких задач, однако при заполнении календарного плана нужно все равно выбрать одну задачу, которая более соответствует мероприятию, направлению мероприятия. Следующий слайд. Какие бывают мероприятия? Первое мероприятие – это такое мероприятие, которое дает старт проекту. Это может быть пост в сетях, пресс-конференция, статья в СМИ, флешмоб и так далее. Главное дать понять, что мы начинаем проект. Обычно это в первом месяце реализации проекта. Также очень важное мероприятие последнее, которое закрывает наш проект и подводит итоги. Начало и конец – очень важные моменты. Мы даем широкой публике и потенциальным нашим участникам проекта, а также целевой аудитории, даем знать о нашем проекте. Также могут быть постоянные мероприятия, которые идут в текущей деятельности. Они могут идти в течение всего проекта. Например, это информационное сопровождение, посты в соцсетях и так далее. Регулярные мероприятия. Они идут с периодичностью какой-то определенной. Это могут быть обучающие семинары, то есть наши основные мероприятия. Также могут быть сезонные. Например, если мы работаем со школьниками, то на зимних, летних каникулах именно будем проводить какие-то мероприятия. Также совет. Не планировать в первый месяц основное мероприятие. Первый месяц обычно организационный. Не следует планировать мероприятия на 2 последних месяца. То есть это с расчетом, запасом на то, что могут быть какие-то форс-мажорные ситуации, сроки могут передвинуться, и даже могут быть погодные условия непригодные для проведения какого-то мероприятия. Дальше. Тут представлена на слайде диаграмма Ганта, которая очень, как сказать, визуально хорошо иллюстрирует наш план, календарный план, график по проекту. Можно увидеть то, что вот в начале у нас красненьким отмечено это начало проекта, и в конце красного это конец проекта. Мероприятие 2 у нас идет, например, за весь период проекта. Синенькими обозначены регулярные мероприятия и могут также быть сезонные. Вот эта диаграмма позволяет посмотреть, насколько у нас равномерно распределены наши мероприятия по месяцам. То есть есть более или менее загруженные, и в менее загруженные месяцы мы можем дать себе время, например, для анализа текущей деятельности нашего проекта или составления отчетов. И также план должен быть реалистичен. Следующий слайд. Меня слышно, да? Ой, предыдущий. Предыдущий может. Ага. Так, вот тут представлен план проекта, который не очень хороший. Тут нету у нас, как видите, начала проекта, неравномерно распределены нагрузки. Где-то в одном месяце вообще нету мероприятий, где-то их очень много. И в конце загруженность в конце года высокая. В конце мероприятия, в конце проекта нужно оставить себе время для того, чтобы подвести итоги и постараться распределить все нагрузки равномерно. Так, следующий. Также нужно немножко я расскажу про результаты. Мы должны заполнить в заявке ожидаемые результаты от проведенного мероприятия, от проведения мероприятия. Количественные и качественные результаты надо будет указать. В количественных результатах можно
указать участников мероприятия, количество оказанных услуг, количество получателей услуг или благополучателей, также количество добровольцев, количество продуктов проекта. Например, если мы что-то печатаем, количество изделий, материалов, постановок и тираж печатных материалов. Качественные результаты. Качественные результаты — это, получается, результаты, которые идут на развитие личности. Например, если мы какое-то обучающее мероприятие проводим, вначале они не знали, а потом узнали, не имели, приобрели. Также социальная адаптация личности, повышение уровня активности, например, развитие коммуникативных навыков, изменение среды, это повышение уровня качества жизни, может быть, сохранение традиций, создание новых объектов, продуктов, мероприятий, услуг, инновационность, да, то есть изменение общественного мнения, это повышение уровня осведомленности о проблеме, профилактический эффект, отклик в СМИ и прочее. Дальше. Так, еще раз я напомню, что у нас начало реализации проекта должно быть не ранее 1 сентября 2020 года, а длительность проекта не более 12 месяцев. В этом разделе вы должны перечислить все мероприятия. Ой, дальше. Так, следующий слайд. Так, вот, собственно, что нам нужно будет заполнить на портале. В разделе «Календарный план» есть кнопочка «Добавить строку». Выбирайте из списка решаемую задачу. Список формируется из раздела «О проекте», то есть то, что вы туда внесли, то и будет здесь отображаться. Мероприятие, его содержание, место проведения, на какую целевую аудиторию направлено. Вот это старайтесь заполнить поподробнее. Дата начала и дата окончания. Нужно указать конкретные даты. Не рекомендуется указывать в течение всего проекта. И дальше ожидаемые результаты. Вот как раз до этого я на слайде рассказывала. Нужно указать количественные показатели и качественные показатели. После заполнения всех строк в окне «Добавить строку» нажмите «Сохранить». А для завершения подготовки заявки необходимо указать даты всех мероприятий в календарном плане. Если дата мероприятия еще точно неизвестна и не определена конкретно, необходимо указать первое число месяца. Для изменения или удаления мероприятия нужно воспользоваться кнопками «Редактировать» или «Удалить». Следующий слайд. Вот так, собственно, выглядит на портале календарный план, решаемая задача, мероприятие, его содержание, место проведения, дата начала, дата окончания и ожидаемые результаты. По календарному плану, собственно, все. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в конце вебинара. Спасибо за внимание. Коллеги, я вас попрошу немного перестать трогать режим комментирования. У нас тут появляются всякие зеленые, красные, красивые линии, которые немного отвлекают. Сейчас я, с вашего позволения, немного перезагружу презентацию, чтобы эти линии пропали. Пока перезагружаешь, меня слышно, да? Да-да-да, вроде все, перезагрузил. Всем видно, да? Слышно, да? Видно, да? Все хорошо? Да, мне видно. Ага, хорошо, отлично. Так, добрый день еще раз. Меня зовут Дичковская Тамарико Евгеньевна. Я сегодня рассказываю по бюджету составления заявки. Так, слайд у нас... Можно включить слайд первый, Дима? Угу. Всем слышно меня, да? Просто у меня тихий голос. Если вам не слышно, можете написать. Надеюсь, что слышно. Итак, начнем. По разделу заявки бюджет. Смотрите, если вы уже ознакомливались с порядком предоставления и расходования грантов главы РСЯ,
Вы наверняка видели пункт 8 данного порядка, который определяет критерии оценки заявок на участие в конкурсе. По данному критерию целых 3 критерия выделено под оценку бюджета заявки. То есть целых по 3 критериям будет оцениваться заявка по бюджету. Сейчас мы рассмотрим основные принципы составления бюджета по конкурсу грантам главы РСЯ. Очень важно не превышать в заявке лимиты финансирования выбранного направления. Все лимиты вы можете увидеть в приказе 102-ОД от 9 мая. В данном приказе, например, если выбрать направление поддержка пропаганды ЗОЖ в молодежной среде, можно увидеть, что лимит составляет 1 000 000 рублей. То есть в заявке запрашиваемую сумму вы не сможете запросить сумму более 1 000 000 рублей. Во-вторых, при подсчете стоимости проекта необходимо учесть все виды ресурсов: финансовые, материальные, человеческие, информационно-технологические. Но финансовые — это понятно, это прямые денежные вливания в проект. Материальные — это вся материально-техническая база, которая имеется у организации. То есть это могут быть столы, стулья, компьютеры, помещения, даже это все материальное. Человеческие ресурсы — это ваша команда. Если у вас есть в команде люди, например, которые готовы работать безвозмездно по проекту, то, соответственно, вы в денежном выражении тоже высчитываете, если, например, это как софинансирование идет, да, то в денежном выражении вы высчитываете стоимость их трудозатрат. Информационно-технологические ресурсы — это у нас сайты, приложения, может быть, да, которые должны быть использованы в проекте. И все эти ресурсы по всем этим ресурсам вы определяете денежную стоимость по проекту. Очень важно не превысить сумму, то есть указать незавышенную сумму по всем ресурсам. То есть берете среднюю арифметическую рыночную стоимость товаров и услуг. В-третьих, в заявке, да, в разделе «Бюджет» необходимо подробно раскрыть, по каждой статье расходов необходимо подробно раскрыть, на что вы собираетесь потратить те или иные средства. Обычно приходят заявки с голыми цифрами, что, конечно же, плохо влияет на оценку самой заявки. В-четвертых, все расходы по проекту необходимо запланировать только после подписания договора и поступления средств на счет организации. То есть вы не можете запланировать траты до 1 сентября, только после того, как подпишете договор, соглашение о предоставлении гранта и поступление средств на счет организации. Таким образом, можно сделать вывод, что бюджет проекта — это у нас совокупная стоимость проекта, выраженная в денежном эквиваленте, то есть это и средства гранта, и ваше софинансирование. Вот был вопрос по поводу софинансирования. Что является софинансированием? Смотрите, софинансирование — это все ресурсы, которые будут использованы в проекте, и материальные, и человеческие, да? Далее слайд. Можно следующий слайд, Дима? Распределение расходов по проекту? Да. Ага, оно сейчас должно у тебя появиться. Угу. В порядке предоставления расходования средств гранта есть такой пункт 4.2, который ограничивает расходы по проекту. Всего 6 пунктов расходования средств. Да? У нас первое — это оплата труда должна составлять из суммы проекта, из общей суммы проекта не более 20%. Страховые взносы НДФЛ не более 10%. Арендная плата не более 10%. Оплата услуг сторонних организаций не более 5%.
и 55% остается под командировочные и прямые расходы по проекту. Но это не значит, что вы должны именно так составить ваш проект, распределить средства по проекту. Здесь ключевое слово «не более». То есть вы можете сделать меньше, можете сделать только меньше, но не более вот указанных процентных ставок. Далее. Слайд следующий. На примере вот условного проекта хотелось бы разобрать с вами бюджет проекта по направлению пропаганда ЗОЖ в молодежной среде. Сумма проекта, лимит по проекту, запрашиваемая сумма 1 000 000 рублей, срок 12 месяцев, например, да. Это не значит, что вы должны вот именно эти суммы, то есть можете скопировать и вставить к себе. У всех разные проекты, у всех разные цели, поэтому ориентируемся просто, ну, вот это просто как для примера, да, разбираем. Да, на заработную плату не более 20% можете выделить. Вот по данному условному примеру, да, в штате у нас 1 работник, например, да, по ГПХ привлекается 2 человека, и нет совсем софинансирования. Если вы откроете раздел заявки бюджет, вы увидите там 12 статей расходов. Первая статья расходов – это оплата труда штатных работников. И по данной статье вы можете предусмотреть не более 20%. В методических рекомендациях также указаны выплаты физическим лицам по договорам ГПХ, взносы по штатным работникам и взносы по работникам по ГПХ. Вот все эти суммы не должны превышать более 30% в совокупности получается. 20% на зарплату и 10% на расходы по взносам в страховые органы и по НДФЛ. Офисные расходы у нас тут 100 000 рублей, да, указано. Это получается с 1 000 000 рублей мы высчитываем 10%, и на офисные расходы у нас может быть затрачено по данному проекту не более, например, 100 000 рублей. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря. Есть, если открыть методические рекомендации по приобретению оборудования, у нас есть определенные требования. Сейчас откроем. По приобретению оборудования, смотрите, если есть альтернатива арендовать оборудование, необходимо прописывать стоимость аренды специализированного оборудования. А если вы приобретаете это оборудование по проекту, то необходимо раскрыть обязательно, почему именно нужно приобретение собственности этого оборудования. Так, далее. По разработке и поддержке сайтов, информационных систем у нас также выделено 5% от проекта. Консалтинговые услуги. Вот здесь у нас тоже прописано в указе, что не более 5%. Консалтинговые услуги – это услуги юристов, бухгалтеров и других консалтинговых фирм. На услуги данных организаций можно затратить не более 5% от проекта. И основная сумма, как вы видите, по данному проекту условному, да, выделена на мероприятие по проекту 290 000 рублей. Полиграфия 50 000 рублей и командировки 2080 рублей. По командировкам хотелось бы отметить, что вы можете заложить средства на командировки только штатных работников. То есть если это поездки физических лиц, работающих по договорам ГПХ, командировки вы заложить не сможете. Угу. Вот. Что еще хотелось бы добавить по бюджету? Если ваш проект
осуществляется и реализуется на территории, например, села, то есть он локальный, да, не рекомендуется запрашивать, то есть бюджет более 500 тысяч рублей. Это прямо написано в методических рекомендациях. Если ваш проект районного значения, то, соответственно, не стоит запрашивать сумму более 3 миллионов рублей. Если ваша организация молодая и не имеет опыта в реализации проектов, то также не стоит запрашивать слишком большую сумму, да, начинать, как говорится, с малого. Вот, у меня, в принципе, все. Спасибо. Если есть вопросы, можете их задать в чате. Здравствуйте. Меня зовут Ядреев Вячеслав. Я вам расскажу про заключительный раздел, как подать заявку. Вячеслав, можно чуть погромче, плохо слышно. Раз. Нормально слышно? Или громче? Сейчас вроде нормально. Вроде хорошо. Меня зовут Ядреев Вячеслав, юрист Единого ресурсного центра. Я вам расскажу последний заключительный раздел. Здесь ничего заполнять не требуется. Михаил Дмитриевич, следующий слайд. Вот так он выглядит. Здесь этот раздел предлагает вам обратить внимание на предыдущие разделы, проверить ваши поля всех разделов, как вы их заполнили. Даже если вы уверены на 100%, что с первого раза у вас все получилось, я вам все равно советую перепроверить себя же. А еще лучше, если ваш коллега, член команды проверит незашоренными глазами. Да? Для завершения подготовки заявки необходимо подписать, отсканировать и загрузить в формате PDF форму подтверждения подачи заявки, которую следует скачать по этой ссылке. К сожалению, здесь вот стрелочка красная, она должна была указывать на ссылку, но она почему-то указывает, у нас сместилась вниз на 10 мегабайт. Но в самом деле нужно нажать вот на эту кнопочку ссылки, и к вам загрузится в формате PDF, следующий слайд, заявка. Вот так она выглядит в пустом виде, она не заполнена. В вашем случае она будет заполнена. Там будут указаны название проекта, грантовое направление, общая сумма, запрашиваемая сумма, краткое описание проекта. Она может на три страницы у вас разместиться. Вот. Здесь ставит свою личную подпись, фамилия, имя, отчество руководитель организации. Обратите внимание, что руководитель организации и руководитель проекта могут быть, и часто это бывает, разные люди, разные лица. Сверьтесь с выпиской из ЕГРЮЛ. Информация в ЕГРЮЛе указана, кто является лицом, имеющим право без доверенности действовать. Это и есть руководитель. Но там еще должность будет указана. Часто должность называется председатель, может и директор, генеральный директор и так далее. Вот это лицо должно подписаться и поставить свою фамилию, имя, отчество. То есть ответственность несет все-таки руководитель организации, если это отличное лицо от руководителя проекта. Проставляется печать вот здесь вот. И когда вы поставите свою подпись, еще один момент. Бывают такие случаи, что нежелательные, конечно, случаи, но бывает, что как раз до подачи заявки у вас произошло событие об изменении руководителя, изменении лица, имеющего право без доверенности действовать. В этом случае вы, если это все произошло законно, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с положениями вашего устава, то подпись ставит новый руководитель, даже если в ЕГРЮЛе он еще не был внесен, и там указан предыдущий руководитель. В этом случае вы обязаны предоставить подтверждающий документ. Обычно это у нас
если это общественная организация, протокол общего собрания членов. Бывает, что автономная некоммерческая организация единственный учредитель, например, тогда решение этого единственного учредителя. У фондов, например, может быть решение заседания коллегиального органа управления. Вы должны посмотреть по своему уставу и предоставить, закинуть в формате PDF этот подтверждающий документ. Вот. Подписав, поставив здесь свою подпись, руководитель организации подтверждает корректность, актуальность и достоверность представленных документов и информации. Также он дает согласие на размещение информации для всеобщего сведения в интернете, в средствах массовой информации, а также согласие с условиями и порядком проведения конкурса. Подтверждает, что организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации. В отношении организации не введена процедура банкротства. Деятельность организации не приостановлена. Организация не является иностранным юридическим лицом. Отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, споров, пений, штрафов и так далее. На момент подачи заявки или в текущем году не получает средства из бюджетной системы Российской Федерации. На момент подачи заявки отсутствует просроченная задолженность по возврату в госбюджет Российской Федерации субсидий или грантов. Также обязуется включить в соглашение согласие на проверку уполномоченным органам, то есть Министерством по делам молодежи и органам государственного финансового контроля Республики Саха-Якутия, достичь значения показателей результативности, обязуетесь, и подаваемый проект не был признан победителем в других конкурсах. Обратите внимание. Следующий слайд. Когда вы загрузите данную заявку, в разделе появится информация, что данная заявка загружена. Внизу также проставляете галочку, где написано «Я прочитал, согласен на обработку персональных данных и согласен с условиями». На этом все заканчивается, и после этого вы нажимаете на кнопку «Подать заявки». С этого момента вы не можете отредактировать заявку, которую уже подали. На этом у меня все. Если есть вопросы, можете задавать. Спасибо большое всей команде Единого ресурсного центра. Благодарю 35 участников, самых смелых и сильных остались после, было 53. Понятно, что долго, хотелось просто по максимуму вам дать все, осталось не так много времени. И еще там были вопросы, значит, опыт работы руководителя необходимо указывать именно в части проектирования проектов и внутри этой некоммерческой организации. Оплата проезда, услуги лектора, расход куда ставить для обучения членов НКО и другое. Если это ваши мероприятия, вы можете их поставить в штатные сотрудники, в командировочные расходы. Если это мероприятие проекта и необходимо кого-то привести, кого-то увезти, тогда вот самый последний блок, прочие расходы, да, там у нас процентовки жесткой нет. А дальше был вопрос, ну, во-первых, ссылку получат от нас те, кто на запись, да, кто отправил телефон и свою почту. И еще был вопрос, по-моему, про заработную плату, ну, Тамарико сказала, 20%, это еще раз повтор, это именно по трудовым договорам. И еще раз хочу обратить внимание, посмотрите, зайдите на наш YouTube-канал, посмотрите предыдущий вебинар, который был неделю назад ровно, 4 июня. Мы говорили про лимиты, посмотрите приказ, не 3 миллиона максимально, есть патриотизм, там 500 тысяч потолок в направлении. Если вы подадите проект на 510 тысяч, то вы отклоняетесь и подать уже не сможете.
четко про лимиты, и это приказ, и это мелкими буквами написано, приказ висит на портале. Обратите внимание, это очень важно. Большими буквами в нашей презентации висит предыдущий эфир. То есть в указе прописано очень четко. Если вы выходите за лимиты, вы отклоняетесь. И изучите, пожалуйста, момент вообще, по каким параметрам заявка может быть отклонена. Быстренько повторю, это и не предоставление тех обязательных документов, копий в PDF, которые прописаны, это подача одинаковых, как под копирку, 2 и более заявки, это если вы вышли за лимиты, если вы забыли или не поставили подпись, и если имеется печать в самом последнем в заявлении, когда подаете заявку. Есть еще другие моменты. Обратите внимание, будет обидно, когда вы увидите, что ваша заявка отклонена, но нужно быть информированным, да? Самое главное — прочитать правила игры. Я не помню наизусть, какой лимит направления нравственного воспитания молодежи. Если коллеги сейчас посмотрят, коллеги ресурсного центра, откройте, пожалуйста, указ. Но вообще это домашнее задание. Я считаю, что если человек, который разрабатывает проект и собирается получить из государственного бюджета Республики Саха-Якутия средства, то, конечно, нужно приложить усилия и изучить правила игры. А порядок — это указ, правила — это приказ и направление. Все это прописано. Очень важно. Лимиты в приказе, да, все верно. Они именно... есть в приказе Саргыдаева, министра по делам молодежи, социальным коммуникациям. Вот есть ответ: 2 миллиона рублей. Больше нельзя, меньше можно. Коммунальные услуги входят куда? Они могут войти в прочие расходы. Отдельно они не прописаны, да? Но они тоже, вы должны понимать, что не должны составлять, например, 50% всей суммы, которую вы запрашиваете. Еще будьте внимательны, если вы хотите, значит, пригласить кого-то, провести акцию, флешмоб, мероприятие, то эти расходы будут именно на мероприятия и прочие расходы. Не нужно их записывать сразу в трудовые, не нужно брать по трудовому договору психолога, который к вам придет всего на 5 дней. Очень внимательно. Коммунальные услуги куда входят, публикация в СМИ о чем должна быть, о вашей организации, предыдущие публикации о том, что вы живы, что у вас есть опыт, о том, что вы работаете. Вот этот момент. Да, у Тамарико еще, да, есть комментарий. Да, Нет? коммунальные услуги входят в офисные расходы. В офисные расходы. И они могут быть включены также сразу в договор аренды, если арендодатель согласен. И вот по оплате труда и штатных работников и услуг хотела бы, да, отметить, что если у вас привлекаются физические лица, которые не являются индивидуальными предпринимателями или представителями ООО, то если они оказывают, то есть, однократные услуги, то с ними вы заключаете договор оказания услуг, и это физические лица по ГПХ. Они пунктом 1.2 идут в разделе заявки бюджета. Угу. Ну что, коллеги, вопросы есть еще? Куда вписать членов НКО? Есть по бюджету методичка, она опубликована на портале. Да, но проверяйте себя, смотрите указ и приказ. Как показал, мы только что вот разобрали один нюанс, который, конечно, будет вас вперед отсылать к указу, нежели к методичке. В офисные расходы что входит? Это бывают коммунальные платежи, эксплуатационные платежи, это все, что связано... На методичке входят также канцелярские товары. Да, ну, в ФПГ в офисные расходы входит и приобретение, допустим, компьютера, но здесь это не так, вот, допустим, в этом. Мелкие вопросы можно будет обсудить в Zoom. Значит, поставь, пожалуйста, Дмитрий, наш телефон горячий. Это как раз телефон Дмитрия.
Штатное расписание нет, оно не должно быть. Вы берете, можно заключить договор. Дмитрий слышит меня, да? Ага, спасибо. А у нас в последнем Да, я слайде тут пропечатал. Мне пришлось чат включить, чтобы это... все понятно. Трудовой договор делайте срочный, именно на проект, на время проекта. И как таковое штатное расписание, ну, если вы хотите, делайте, но, в принципе, как отчетный документ у нас его не требовали. Вот именно как отчетный документ. Не обязательно с 1 сентября. Если вы хотите зимой провести акцию, флешмоб или стартануть с 1 января следующего года, окей. Это просто начало, это не ранее мы советуем. Кто-то написал в июле, в июне, понятно, что получается вы будете все делать за свой счет. Раньше вы не сможете погасить свои расходы, потому что расходы, грант поступит либо в конце августа, либо в сентябре. Если проект долгосрочное финансирование, как будет происходить? 12 месяцев. У вас проект может быть, вообще долгосрочный проект, условная, я бы сказала, такая категория, потому что проект не может длиться больше 1,5 года, например. Но максимум 2. Дальше софинансирование, дальше дальнейшее развитие, дальше ищите другие ресурсы, да. А 3 года это уже вообще программа, больше похожа на государственную программу Республики Саха-Якутия. Так, куда вписать членов НКО? Ну, если они в команде, вы вписываете. Если они не в команде, они не вписываете. Вы их не списываете. А добровольцы вы просто количество ставите. Надежда Моисеевна рассказывала в блог «Организация заявитель». Так, по бюджету методичка. Ну, в принципе, вроде бы здесь выше мы вопросы без ответов не оставили, насколько я вижу. Ну что, коллеги, мы будем закругляться. Был единственный вопрос, если я не ошибаюсь, части перевода документов на PDF. То есть, если кратко ответить на вопрос в 2 словах, то заходите, допустим, документ док, или же это презентация, нажимаете «Сохранить как» и в типе файл выбираете PDF. Это вот первый вариант. Второй вариант, вы можете использовать интернет-ресурсы. Если вводите, получается, конвертер онлайн, там, допустим, Word to PDF или какой там у вас вариант, или с PDF, наоборот, в Word, то, соответственно, используя эти бесплатные конвертеры в интернете, вы можете их перевести. Если же у вас документы, которых необходимо именно отсканировать, то придется их только сканировать с помощью программ. Мы рекомендуем использовать FineReader от небезызвестной фирмы EBI, так это называлось, FineReader. Либо же вы можете использовать стандартные утилиты вашего МФУ, так как у них для их работы очень много в современное время, во всяком случае, широкий потенциал и, возможно, даже вести потоковые сканеры, независимо от того, имеет ли ваш принтер функцию потокового сканирования. Ну что, вопросов больше нет? Я надеюсь, да, чуть задержались, но ничего, это все для вас специально. И я желаю всем удачи. Проектирование – это творческий процесс, это непросто. Желательно не оставлять все, не заскакивать в последний вагон, хотя мы любим это делать все, но многие из нас. Да, надеюсь, что полезно. И мы отправим ссылочки и просим вас принять участие в исследовании потенциала гражданского общества. Мы хитрые. Ссылочку мы вам отправим только после того, как вы нам отправите анкетку. А эта анкетка, она нужна это по поручению председателя правительства. Мы проводим исследование потенциала гражданского общества, которое сейчас очень актуально. Нам нужно понять, какие еще меры поддержки нужны для НКО и в условиях пандемии в том числе, потому что гранты и субсидии – это все отлично, но это только финансовая часть поддержки. А мы будем говорить и о налоговой поддержке,
поддержки, об имущественной поддержке, информационной и так далее. Поэтому я вас очень прошу ответить на вопросы. Мы должны опросить очень много НКО, и даже если здесь есть просто представители активного гражданского населения, то для них отдельная анкетка. И обязательно заходите на наш YouTube-канал, просто даже набирайте «Единый ресурсный центр», сразу выходим мы, и там очень много вебинаров, семинаров и так далее. Я благодарю вас за участие, вы молодцы, и 32 участника, ура! Всем удачи, успехов и победы в конкурсе. Пока-пока.